Сейчас я скажу. центр. Дело в том, что это тема, которая вызывает бурю, так сказать, бурю и здесь, и не только здесь. Я с этой темой выступал в Тбилиси, в Алма-Ате, Элисте, в Москве и в Берлине. То есть в разных местах выступал, перед разной аудиторией. Здесь самое большее сомневающиеся, так сказать, здесь. И то только потому, что как это может быть такое? Вот я это предложил, это пока гипотеза. Но если я сам покажу эти вещи, если после этих вещей я посмотрю, как вы на это будете, анализировал все эти вещи, вот, эпосы, мифологии многих, не то что многих, а некоторых народов, и что-то не хватало, чтобы убедить в том, что мы, наша земля, наша территория является некой такой священной территорией. Доказательств, ну так можно, говорится, рассуждать, говорить, опять скажут, вот пишут, Газиков теряет реальность, он там выдумывает об ингушах, там такое. А так можно подумать, если не иметь, как бы сказать, скажу, со своих позиций, но я при этом полагаюсь на то, что вы можете посмотреть и, как бы сказать, насколько я точно, вы можете сидеть, я просто покажу, здесь вот такая система. Я думаю, будет видно. Карта Ингушетия. Мы ручкой обвели реки, чтобы просто контрастность была, чтобы было видно. Но повернули ее вот так. Мы смотрим отсюда, с севера на юг. Если на юг смотрим, вот Шуанкорт, вот Терек, вот Камбелеевка, вот Ассовика. Мы обвели чуть-чуть пожирнее, и выявляется следующее, что если так внимательно посмотреть, вот здесь вот так вот, то это похоже на человека. На человека. Здесь вам трудно это увидеть, но мы его вырезали. Вырезали по контуру реки. Можно потом посмотреть, вообще не вырезая, просто на карту посмотреть. Вы увидите. Я только ногу могу различить, и это понятно. Нет, ну контур человека, вот просто контур речь идет. Голова. Вы, когда ближе подойдете, увидите. Дело в том, что теперь смотрим, что на нем. На голове коническая корона. Две правых руки, две левых руки. В одной правой руке он держит молнию. Вот другой правый кулак, вот две правых. Одной левой рукой он держит на правом ухе раковину. Это описание Бога Вишну, индийского Бога Вишну. Описание. А мы предполагаем, что это он. Предполагаем. Но чтобы более быть точным, так сказать, необходимо учесть следующее. По описанию Махабхарати у него на груди расположена жена Лакшми. Именно на груди, в этом месте. Здесь мы ее не видим. Мы смотрим с космоса на это место. С космоса посмотрим на это место. Мы вырезали. Вот смотрите. Видите изображение женщины? Это мы вырезали. А вот не вырезанное, просто вид с космоса. Теперь вы можете, если, может быть, далеко, я не знаю, увидеть. Это вы контур по рекам обвели, я не совсем. Контур реки и горные, вот всякие вот, как сказать. Ну, реки, понятно, горные, это может быть произвольно все-таки, да? Ну, вот смотрите, вы должны подойти, посмотреть, увидеть, есть ли там она или нет, вот такое. Дальше теперь смотрите, что интересно. Дальше следующее. Тоже карта, обыкновенная карта. Здесь, вот если кто по реке Асе в Таргиме ездил, там есть Паглбиаригал называется. Да. Вот в районе там, где Паглбиаригал, если вы посмотрите, вы видите зайца. Подойдите ближе, вы увидите, вот под пальцем. Вот под пальцем. Именно в том месте, где Паглбиаригал. Здесь, вот так, если вы посмотрите, видите женщина. Это богиня Тушоли. Посмотрю, что Паглбиаригал. Ну вот. Контур. Это если включить воображение. Воображение, хороший.
Ну пусть какие-то моменты могут быть четкие, какие-то могут сомнительные, но неважно. Когда вы увидите количество этих схождений, вы увидите, что что-то может быть не так, а что-то так. Ну смотрите, вот здесь женщина. Это богиня Тушоли. В этом месте находится главное святилище, селение Кок. Ее обитель Хаар-Ерда, козел, рядом козел стоит. Вот вы видите слона изображение. Но это индийский бог Ганеша. Но до того, как он был слоном, там якобы был мальчик. Мать позвала бога Шани. У нас есть Шонхой, Шани. Мальчик должен быть в этом месте. С космоса, когда мы смотрим, мы видим вот. Это Шуанское ущелье. Не, это в районе Ангушта. Шонхой здесь чуть выше, но это вот Ангушта. Вот смотрите. Можно соглашаться, можно нет, но фигуры, образы присутствуют. Причем они присутствуют в конечном итоге, когда вы ближе подойдете, потом я могу показать, всего этих образов на сегодня, идентифицированных, совпадающих с текстами скандинавской мифологии, индийской, более 700. На вот этой маленькой территории. Поэтому я и исходил из чего? Когда мы анализируем Индии, есть река Ганга, она священная река у них, но есть еще описание этой Ганги, эпическое описание. И в эпическом описании написано, что Ганга течет с хобота слона, с морды коровы, с головы шивы и с большого пальца левой ноги. Эпическое. Если мы посмотрим на спутниковой карте исток Ганги, ничего подобного там нет. Но зато здесь есть и слон есть, и голова есть, и левая нога есть, и левый палец, большой палец левой ноги есть, и морда коровы есть. Только эта речка у нас называется Ачки, которая течет в Ангушт. А чтобы не было сомнений, что это не выдумка, вот посмотрите. Видите? Это раскопки в Яндере. Яндери? Да. Это Яндери? В Яндере выкопанная. А? Шива? Да, это индийский, да. Индийский. Да, можно. А Гадиева и Ситкин, там связь тогда присутствует? Вот смотрите. Это раскопки, это уже, я не знаю, какой это век, что-то еще, но предметы есть. А где хранится? В музее в Назране. А примерно хотя бы определили время? Пока нет. А точно какие-то? Это должны археологи сделать, я не знаю. Я просто к тому, что, чтобы не удивлялись, что что-то общее может быть. Вот у нас здесь был историк Ахриев Алихан, вот я помню, показывал тоже карту, вот, физическую карту Кавказа, и она там напоминает орла. И вот где как раз этот голова орла, это город Магас. Вот он говорит, но опять же, это все зависит, наверное, от угла зрения, потому что мы когда смотрим на облака, мы можем увидеть тоже много разных схождений, или где-то арабскую вязь можем в чем-то увидеть. Может быть, это все-таки...